продовжуємо програму «Бугун». Сьогодні в студії Луна Довгань Айдер Муждабаєв приєднався до мене в цій частині розмови, оскільки, вже привідкрию невеличкий секрет, у нас той гість, якого дуже хотів побачити в цій студії і показати українським кримсько-татарським глядачам Айдер. І я думаю, що якраз буде справедливо, якщо він сам його представить і розкаже, що робить наш гість і про що будемо сьогодні говорити. Ну, если вы хотите представить себе типичного русофобского российского поэта, то перед нами Андрей Орлов. Я не русофобский. Но Нет. тебя таким считают, Пусть считают. в России. Понимаешь, если меня будут считать обезьяной, я от этого обезьяны не стану. То, как меня там называют, не имеет никакого отношения к моему самовосприятию. Я русофильский поэт, но под Россией воспринимаю не то, что воспринимают власти России и большинство населения. То есть ты вообще не обращаешь внимания на то, как тебя клеймят за поддержку Украины? Ты знаешь, я в 1974 году, когда был хиппи в Москве, не обращал внимания на то, что люди говорили, что люди в рваных джинсах и с длинными волосами получают за это деньги в американском посольстве. То есть я про печеньки услышал не на Майдане. В 1974 году на первом курсе института. То есть тогда ты был антисоветчиком, я понял. Нет, я был советчиком, и советы были как обустроить, опять же, Советский Союз, чтобы он не был советским. Давайте перейдем почему сейчас в Киеве, сколько будете, где можно вас услышать, если будете выступать с концертом, потому что вас знают, приезжаете, в принципе, в Киев, в Украину, но знают, например, я впервые услышала, когда Ефремов читал ваши стихи, вы их, если будете в Киеве читать десь наживо, де це можна почути? А почути можно... Это будет 19 числа, то есть 19 травня, мая. Супер. Ивент Hall Freedom, это Кирилівська вулиця. О, бачите, як ви чудово говорите українською. Вивчаю, по-моему. Я сейчас учу украинский язык по учебнику для русских школ Крыма, когда Крым был украинским. А тебе там подарили такой учебник? Нет, это я взял у знакомой крымчанки, девочки. Я знаю еще, что вы сегодня были на акции в поддержку Олега Сенцова. Да, я и в Москве был на подобных акциях. То есть, да, был. И Сенцов, Кольченко, и многих других, которые сидят в русских тюрьмах. Я напомню, что Андрей еще писал стихи в поддержку крымских татар. И, кстати, двое парней, при которых было твое стихотворение, они, к счастью, сейчас, хотя и не на свободе, но они под подпиской о невыезде, уже не в тюрьме. Ну, каждое слово немного работает. Не забывайте о тех, кто сейчас сидит в тюрьмах и в застенках. Не уходите от этих разговоров. То есть, вот сегодня был, например, очень интересный разговор. К вашей съемочной группе или к какой-то другой подошел американец и начал им по-английски учить их жить. Говорит, Евровидение... Eurovision is no politics, Евровидение это не политика, на вас будут санкции. Я подошел, на английском не хуже его был, сказал ему, что Евровидение это на 3 дня, а люди сидят в тюрьмах годами. И поэтому мне наплевать в этой ситуации на Евровидение, потому что он говорит, но Евровидение, я говорю, вот фан-зона Евровидения, зайдите за синюю загородку, вы будете на территории Евровидения. А сейчас вы находитесь на территории Украины. Это какой-то зритель Russia Today попался тебе. Ты знаешь, в Америке же такого зрителя очень много. И в Америке, и в Израиле. Я же много езжу, выступаю. Мы 10 дней назад были с Ефремовым, работали в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско. И там тоже подходят люди русскоязычные после концерта и начинают говорить о том, как вы можете, Путин спасает мир от ядерной угрозы. И в Израиле то же самое говорят. Ну, это, в принципе, известно. Я хотел бы твое мнение узнать. Откуда вот Мое это зарубежное ватничество? Нет, вот откуда это? Ты знаешь, что значит ватничество? Ватничество – это слово. Откуда человек, который повторяет то, что видит по телевизору, тебе объяснить? Я надеюсь, что твое слово или мое на этом телевидении зависит от того, какого мнения человека, который говорит слова. Вот, например, мы же с тобой для чего-то встречаемся здесь. А можете объяснить, откуда вы знакомы для наших зрителей? На «ты» говорите друг другу, потому что я представляю, что сейчас включили, как вы давно знакомы. Я работал в той газете, в которой работал Айдер, я работал с 1979 года по 1983. Пока не был редактором газеты Павлом Гусевым,
уволен оттуда с подачи Комитета государственной безопасности Советского Союза. То есть я по политическим мотивам был выдворен из журналистики в 1983 году. Ну, я-то гораздо позже пришел, а познакомились мы с Ты Андреем. родился чуть позже. Да, с Андреем познакомились мы, Илон, я не знаю, наверное, лет 10 назад. Наверное. 8-10 лет назад. Ну как, существуют не только рабочие места, где знакомятся действующие и бывшие журналисты. И пьют они не только кефир. Договаривались, да. Смотрите, вы приезжаете в Киев, в Украину, вы здесь выступаете. Есть против вас какие-то санкции в России? Потому что, допустим, наши артисты, которые ездят туда, ну тут принаймні є суспільний осуд, общественное порицание и бойкотируют их концерты и так далее. У вас нет проблем в России в связи с вашей позицией Знаете, в относительно... связи с тем, что в России я выступаю в очень небольших клубах, обычно максимум 200 человек, ну, кроме концерта с Михаилом Ефремовым. Ну да, там побольше. Когда вот у нас будет сейчас Крокус Сити Холл, самый большой зал Москвы, 24 мая будет в Крокусе. Нет, санкций нет. На самом деле, тут нужно объяснить, что официальных санкций, здесь, например, есть официальная бумага СБУ или бывает Министерство культуры. В России санкций нет, санкции вводят конкретные дураки на местах, без приказа сверху. Нет, даже без Нет, они звонят хозяину зала и говорят, не пускай его. Ну, да, но это звонят же не из администрации Кремля или не из ФСБ. Такой душевный подъем снизу, что это уже не нужно звонить. В том-то и дело. Это то, что я называю пирамида коллективного Путина. Вот самый маленький Путин на самом маленьком месте – это самый страшный Путин. Ну, то есть он намного перестраховывается злее. настолько, что... Ну да, потому что ему надо понравиться. Если чуть человеку на верхнем Путину уровне нужно понравиться одному Путину, то этому нужно понравиться на 10 ступенек вверх. Поэтому они так боятся ошибиться, что они сами себя готовы, по-моему, пороть раз в день, лишь бы нравиться наверху. Но твои концерты не отменяли? Мои концерты не отменяли, но я их не объявлял. Я могу сказать, что сейчас у меня и киевские друзья тоже знают, и во многих других городах Украины. Мне хватает для того, чтобы собрать друзей на концерт, мне хватает тех, кто меня поддерживает на Фейсбуке. То есть я могу написать, что я буду через неделю в Одессе или во Львове, и 100 или 150 друзей придут на концерт. А тебе и достаточно? А мне-то, если придут 300, они не поместятся. Я такой. Давайте посмотрим видео с одного из концертов с Михаилом Ефремовым «Ультрашах Ультрамат». Там, кстати, есть и по поводу Крыма тоже. И покажем интересные такие вещи нашим зрителям. Потом обсудим. Жил в стране России президент рассеянный. Сел он утром на кровать, начал карту рисовать. Крым рисует карандаш, говорят ему, не наш. На окраине России он рисует город Киев. И совсем уже у нас Мелитополь и Донбасс. Вот какой рассеянный президент России. Одеваться он решил искандерами смешных. В рукава засунул руки. Оказалось, это буки. Вместо шапки на парад он надел ракету «Град». Вместо плавок он на пляже появился в камуфляже. Покемона не поймал, почту Хиллари сломал. Вот какой рассеянный президент рассеянных. На вокзал приехала, прибегает на перрон со словами «Мне вон!» Сел в отцепленный вагон. Пластик, ручка, карандаш, промокашки, разложил в купе бумажки, в них почти ни слова мату. Потому что ультиматум. В ультиматуме слова. Дайте денег, в пункте 2. Компенсируйте затраты, уберите нафиг НАТО, Крым признайте и Донбасс, это выше. В пункте 1. А иначе отвечаем и вас всех напоим чаем. В чае, если кто не понял, вместо сахара плутоний. Все 2 раза прочитал и решил, что он устал. Сел в углу перед окном и заснул спокойным сном. Это что? Нью-Йорк, пора? Президент кричит с утра, а с платформы фиг вам 2. Это станция Москва.
Он опять поспал немножко, а потом взглянул в окошко. По платформе ходят геи. Мы уже в Європі, где я? Да, дякуємо. Тих, хто бажає, може зайти в YouTube. Є Ну, а хто на різні кому- теми. Миша читает великолепно, я читаю немного с другими интонациями, поэтому есть вот, кто захочет выложить первое пиратское видео, мы приветствуем пиратские. Ну, это тоже там с телефона все Это с трясется. телефона Вы сами есть, себя мы не не снимаете. снимаем. То есть, мы поощряем пиратство. То есть, мы говорим в начале концерта, что у кого хорошие камеры, кто хочет больше лайков и просмотров, садитесь вперед на места богатых дураков, которые бы купили билеты и не пришли. Например, когда нам компания «Киевстар» спонсировала, помогала с туром здесь, в Украине, то Миша начинал, а в Кремле за своим телефон у нас были обязательства. То есть, как бы спонсора нужно поцеловать во все задние мягкие места для того, чтобы... Но мы решили, объява будет выглядеть так. Миша вышел и сказал, а в Кремле зазвонил «Киевстар». Верните нам Крым и татар. Вот. У нас тоже есть это видео, чуть-чуть позже вы Нет, ну посмотрите. я имею в виду, что это все идет весело экспромтом, и как раз пиратское – это то, что мы приветствуем. Мы не любим ничего официального. А я помню тот концерт хорошо. Меня Андрей позвал, и там я потом после этого концерта был настолько впечатлен, я написал, что пост такой короткий, что тут час был концерт, не больше, полтора Нет. часа. Ну, полтора. Он кажется, что быстро, Да? он идет около 2 часов. Ну вот, что за эти 2 часа я услышал о Крыме и крымских татарах больше, чем от всех политиков Украины за минувший год. Это про то, насколько мощно эту тему поднимает Андрей, и насколько мы... И поддерживает Михаил и Андрей Васильев. Да, со да, стороны извини, два участника. конечно, У нас да. единая позиция. Да. Это вообще удивительно. Вообще, как у тебя с друзьями? С друзьями хорошо, с врагами теперь все лучше и лучше, все больше их. Ну, просто, понимаете, что происходит? Я на своем опыте знаю, что даже близкие друзья сейчас так себя ведут, что стараются отстраняться, говорить, ну, это не наша война, а потом вдруг он перестает отвечать, а потом раз он тебя забанил на Фейсбуке. У тебя много таких бывших друзей? Ты знаешь, но на самом деле я со своими реальными друзьями в Facebook обычно не очень играю. То есть у меня нет такого, что вот мой друг с детства, и вдруг мы с ним дружим на Фейсбуке или комментируем. Ну, то есть это какая-то такая, не та немного история. Фейсбук все-таки это социальная тусовка. То есть это похоже больше на прием, где люди сходят с бокалами, и когда две актрисы друг другу говорят, о, какая у тебя великолепная прическа, отойдя, говорят, что где же ее дуру так плохо постригли. Ну, то есть это все целуют друг друга в щеку или, наоборот, ругаются. То есть я вот, например, там есть люди, которые... Для меня было, в самом начале. Я когда-то выступал, у нас были совместные концерты с Вадиком Степанцовым и с Сашей Волохом. Ну, который сейчас такой Крым наш. Секунду, просто но это адский. вот, например, Да. в 2010 году или в 2009 у меня был концерт, я ходил к ним, они читали у меня, такие нормальная ироническая поэзия. Я помню, да. Все, и все. И тут вдруг я читаю у Вадика на странице в 2014 году. Орлуша, предатель, там вот пусть себя сам съест, и как он там может жить. Я так от удивления позвонил, говорю, Вадик, он говорит, да нет, ты не понимаешь, это как бы по работе, тут у меня, мы-то на войне. Я тебя расстрелял, но это мы ничего с тобой личного, вроде бы да. там, знаешь, я могу себе понять, Работа такая. что два друга, если они друзья, могут сидеть в разных окопах, например, оказаться, честно воевать один на одной стороне, другой на другой. Они могут, наверное, встречаться, обсуждать, то есть это же возможный вариант. Возможно? Возможно. Друга? Именно друга? Вот, предположим, тебя развела с другом, и вы с ним встречаетесь, вот вы встречаетесь, ты красный, я белый, или ты на украинской стороне. То есть вопросы у тебя есть к нему, ты же не можешь, мало ли что, его заставили, его там еще что-то. Но здесь получается ситуация, в которой мне с ними не о чем разговаривать. Потому что они обозначают свою позицию, Как работу. Да. Так я думаю, что многие люди, ведь поначалу же они думали, что будет, оттяпали Крым, предположим, пришли эти вежливые людишки, да, и вроде бы там, так сейчас говорят, без крови, без единого выстрела. Они думали, что с Донбассом будет ведь то же самое, что они сейчас захватят администрацию, украинцы отойдут, но не получилось. А те, которые уже вписались, они думали, что, мне один поэт, писатель сказал в Москве, что, почему? Я говорю, почему ты вписался за Донбасс, за Новороссию? Он говорит, ты знаешь, я там сейчас секретарь Союза писателей Донецкой Республики. Я говорю, что тебе дает? Так сейчас мы Донбасс
отожмем, и Дом творчества писателей в Коктебеле, его отдадут Союзу писателей Донецка. Он думает, что у него будет дача Шолохова, например, в Крыму. Какие сладкие мечты у людей. Ну, Я да. думаю, что ничего бы не дали в любом случае, Ну, тем более. Да, но он не знает, сколько дач нужно Шойгу, например. И какие там сейчас Министерство обороны отрезало куски пляжа. То есть смотри, у меня Подождите, а мне интересно, а Меньшовым что двигает? И двигало, что он пришел, вот помогал и так далее. Ну, для меня, например, это было очень как-то... А для Вы моей мамы знаете, так вообще... я могу сказать, многие люди, изначально, предположим, совершив ошибку по непониманию или еще чего-то, потом начинают оправдывать себя. Ну, то есть, вот ты проснулся, например, после дня рождения, вот у Айдара, а в кармане айдаровская зажигалка и 2 серебряных ложечки. Что делать нормальный человек? Говорит: Айдар, я вчера ничего не помню, вот те ложечки. Ну, то есть, А другой человек что говорит? Во-первых, Айдар мне должен был 12 рублей, то есть зажигалка, по идее, моя. Во-вторых, эти ложечки, по-моему, его деду подарила моя бабушка, то есть они тоже мои. И бабушка у меня не спрашивала, потому что я еще не родился. И он начинает оправдываться. А потом, уже сделав что-то неправильно, человек в этом оправдании может дойти до злобы. Он ненавидит себя и начинает эту ненависть на других выводить. Ну, сказано... Ну, принес миллионы на ДНР, как сказал, там на медикаменты. Я думаю, вряд Прилепин. Да? Да. То есть, во-первых, когда там собирает он деньги, он говорит на госпиталь или еще на что-то, показывает, там на многих пришли фотографии там реально больных людей, потому что в ДНР, в ЛНР, даже если не брать войну, естественно, с медициной, как и во всей России, во всей Украине, принципиально критическая ситуация. То есть не хватает этих томографов, не хватает еще чего-то. Когда человек говорят, купи томограф, например, или дай денег, многие люди, особенно Меньшов, пожилой, но не всегда самый умный был человек и раньше, мое мнение, при всем уважении. Оскар Я говорю, получил. Оскар получил, я считал, что это оскорбление для Оскара уже тогда. Ну, то есть, «Москва слезам не верит», я считаю, плохой фильм. Ну, то есть, это мое мнение, но я же... Ну, многие говорят, что это было на волне, там же была это как не потепление, как Не было разрядка называлась. Не было, он получил до всякого детанта, до всякой разрядки. Он получил на том, что они показали сериальную картинку, великолепно снятую, на хорошую пленку, с хорошим бюджетом. Тогда еще не было вот этих больших сериалов нынешних с миллионными бюджетами. Им показали сопли плюс сахар, ну, то есть и сработало, как бывает так. То есть... Для вас Евровидение сейчас, извините, просто мало времени. Да. Хочу на эту тему еще поговорить, перепрошую. Тоже сопли плюс сахар, да? Потому что вот читаю у вас на странице, посвященной Евровидению, и тут, ну так, тоже, да, цікаво. Ну, Евровидение, по-моему... Как вы относитесь к тому, что вот не пускают российских артистов? Я бы тут не ставил во главу угла Евровидения и артистов. Если приняли закон, можно быть за или против этого закона. Ну, например, я вот не люблю, когда штрафуют людей, переходящих улицу. Но я прекрасно понимаю полицейского, который меня затормозил, я знаю, что я нарушаю. Россия и организаторы с российской стороны эту улицу в неположенном месте переходили специально, еще долго искали, где тут чтобы полицейский, который увидел и И оштрафовал. кто именно перешел, да? А потом этого Нет, человека... опустили как раз девочку на коляске переезжать, сами не пошли. Ну, то есть, это тут такая вещь, это как... Им же ужасно не хотелось ехать сюда. Потому что, ну, представьте себе, у вас в 7 вечера обсуждение очередных там, распинаний фашистов. В 8 вечера у вас, ну, не знаю, расстрелянный бессмертный полк. А с 6 до 8 у вас счастливая песня поет Украина, как появилась песня про Щорса, над степью кружит самолет. Ну, то есть, причем мирный Абсолютно самолет. так, И в этой ситуации, так, конечно, в глупом состоянии. И там Потому что ведь с ними, роликов смотрите, с Украины, потому что с Киев. ними ведь, ну, совершенно официально, я не знаю, нарвались бы здесь или нет, возможно, и нарвались бы, но не в зоне Евровидения. Но у вас машут голландским флагом, албанским, тут же русская группа поддержки, это что же было бы? И тут показывают, что никто их не бьет, никто не гоняет, они счастливо обнимаются с проголосовавшей за них Португалией. Ну, то есть, это... Это будет нормальная жизнь, которую там нельзя показывать, потому что да нет, это... в Евровидении нормальной Нет, жизни. нормальная жизнь в Киеве, и которую нельзя показывать там. В Евровидении это не жизнь в Киеве. Окей, Если они вы все равно сейчас из города покажете репортажи сегодня вместо
Ну, я не имею в виду вставные номера, но если вы вместо сегодняшнего Евровидения покажете Евровидение за 5 лет назад, люди скажут, какие великолепные новые песни. Потому что она ничем не Никто ни одной песни не помнит, Ну кроме да. песни Джамала, которую, кстати, слушать Который, весь Кстати, мир. в вашей поэзии ей досталось. Могу, как Джамала, спеть песню про Крым, я этим бы в модную тему попал, ведь я же в Крыму много раз выступал. Ну, так как Джамала спит песню про Крым. И песня про Крым, конечно же, при всем том, что песня хорошая, она была несколько провокационна, но я имею в виду, провокация имеется в виду провокация, то есть вызвать реакцию. С позитивным, да, подтекстом. Вне зависимости. Я говорю, что если человек поет свою позицию, это всегда... Обратите внимание. Нет, он хочет услышать ответ. Он хочет услышать, там, прав он или нет. Ну, то есть, это песня, с моей точки зрения, с правильной совершенно позицией. Но если бы я слышал ее, например, без слов, значений, без цифры 44, на любом другом языке, она бы у меня прошла совершенно спокойно. Ну, то есть, если бы это была песня на, ну, не знаю, на норвежском, я бы не знал, на какую тему слезятся у певицы глаза. Ну, то есть для... Ну, так она хотела, чтобы люди узнали, и люди узнали. Например, вот благодаря этому, да, Андрей, вот фильм про Джамалу вышел шведский сейчас, они годовщине, ну, сняли на этой Евровидении. За один день, не считая телепоказа на главном канале, за сутки 200 тысяч просмотров только шведов на шведском языке фильм. То есть люди, она добилась своего. Ты посмотрел? Эта тема, да, отличный Вот фильм. это один шведский просмотр. Нет, это было до того. Нет, Я нет, но чуть все равно смотрела я украинский посмотрел, я фильм. тоже, ты меня, тут, понимаешь, то, что мы любим, мы с удовольствием продвигаем. Если эта позиция мы считаем У правильной, вас такое отношение к Євровидению? Що це такий от какой-то меншовартісний, як це кажуть, українською мовою конкурс, да? ну да, я принципиально не слушаю эту современную полумузыку, например, даже если она хорошая. Я могу сказать, ну это, ну как, ну я не хожу в цирк, не смотрю Евровидение, у меня нет телевизора, то есть у меня возможность посмотреть Евровидение не было бы вне зависимости от того, участвует Россия или не участвует. Тем более, что в России каждый раз говорили, что это гейские конкурсы, где там нас все не любят. Так гейские. Кто там вам мешает не ходить? Если говорить, я не могу ходить в гей-стриптиз, меня там каждый день отвратительно. Не ходи, хоть один раз попробуй. Ну, в результате следующий конкурс пройдет без России, без Украины. Ну, причем Россия, по-моему, на 2 года штрафуется, Украина на год. А уже это разве решено? Нет, а это правило. Посмотрим. Когда вы были в Крыму? А я не посмотрю, у меня не будет возможности. Откуда вы тогда знаете номер Джамалы, про сердючку и так далее? Потому что я смотрю Facebook Айдера. Я про сердечку не пишу, это он другой как это еще подсматривает. Когда вы были в Крыму последний раз? В прошлом И можете году. ли вы туда ездить, потом беспрепятственно в Украину Вы возвращаясь? знаете, тут как раз то, что я сказал, для артиста не должно быть разницы. Если бы полный список на границе был, предположим, военнослужащих частей, расквартированных в Крыму, капитанов судов, российских, которые заходят в Крым, рабочих, которые строят Крымский мост, руководителей банков, которые, предположим, там совершают конференцию. То есть список дал... Потому что для меня артист, например, может принести меньше вреда, чем банкир. Ну, то есть, тем более артист, которого я не очень воспринимаю как артиста. И для меня... Ну как, это так же, как вот эти бойкоты украинских девочек. Нюанс, Андрей. Да. Зарабатывать деньги в Крыму – это преступление настоящее. А рабочие тоже Вы зарабатывают. не выступаете там. Ты же не Нет. выступаешь. Я Да. коротко ответил, когда меня спросили на одном российском канале, когда меня можно будет услышать в Крыму, я ответил фразой, которую очень любят российские пропагандисты. Когда Крым вернется в родную гавань. Ну, это, знаешь, у меня в характеристике, когда я из армии демобилизовался советской, у меня была фраза, которая мне очень нравилась, я ей гордился. Там написано было: политику партии и правительства воспринимает правильно. Там не было написано, что я ее одобряю. То есть я ее воспринимаю правильно, то есть я агрессивно с ней не согласен. У нас остається 1,5 минути. Можна я задам один вопрос, який мені дуже муляє? Я думаю, що я не спатиму, якщо я це вас не спитаю. Как так получается? У вас столько таких жестких, хлестких... Почему я не в тюрьме? Ну, я не буду так спрашивать радикально. Все да. спрашивают. Ну,
А как же, почему? Продолжайте ездить и в Украину. Продолжайте, ну пусть, да, это не такие там залы и, как вы говорите, снимают на телефон, но тем не менее, к вам ходят люди, они слушают, они друг другу на Фейсбуке это все перепощивают, и вы можете это делать. Ефремов тоже. Дело в том, что все запреты сделаны с целью напугать. Для чего арестовывают людей на демонстрации, там одного или 10, чтобы напугать? Для чего запрещают Макаревича, например, чтобы напугать меня? Если мы напугаемся, они будут, значит, их политика правильная. Я буду выступать, пока меня не, предположим, не запретят. Я буду ходить спокойно по улице в Москве, как ходил мой друг Борис Немцов. Ну, пока, не дай бог, что-то плохого не случится. Если мы напугаемся, то значит, они победили. У меня страх физически есть, страха политического у меня нет. То есть я буду ездить и говорить то, что я думаю. С другой стороны, понимаете, они могут сказать, что смотрите, у нас нет цензуры, мы позволяем Орлуше, мы позволяем Ефремову, у нас все хорошо, у нас есть свобода пусть слова. они кому-то это говорят, я-то буду говорить свое. То есть я, пока не запретили, мы будем говорить. Запретят, будем делать подпольные видео. Ну, то есть запретят, ну, когда, как, например, там, в мой политической такой декларацию «Я украинец» был, каминг-аут назывался, я его записывал с скрипачкой, которая мы встретились в Ялте на набережной, я ее записывал в Крыму. То есть декларация это для меня, ну так же, как, предположим, у меня есть музыканты украинские, которые живут в Крыму, которых я встречаю в Москве, в Крыму и в Европе. Там, ты знаешь, имена. И смысл очень простой. Мы их не боимся. Ну, может быть, многие из тех, кто там 2, 3, 4 уровень, думают, что если мы вот так говорим, значит, нам кто-то разрешил. Даже в советское время говорили, ну как Орлов может встречаться с американцами, он наверняка КГБшник. Ну, понимаешь, да, что есть... Мне все равно, что они про меня говорят. Потому что, ну как, я же... Мы работаем для нашего зрителя на концерте или там для людей, которые читают то, что я пишу. Мне за это не стыдно. Прекращать это делать я не буду, пока будет какая-то возможность. Как это не глупо и пафосно звучит. Это фатализм какой-то, Андрей. Ну, что значит фатализм? Ну, судьба. То есть, как судьба будет, так и будет. У крымских такое слово есть «космет». Да, ты, наверное, знаешь. Ну, как судьба. Ну, я, честно говоря, не самый большой фаталіст, як піде. Але чудово, у вас багато з'являється українських слів. Приятно, что не только поддерживаете, не только пишете то, что и поддерживает, и надыхает, як це кажуть українською. И, кстати, вот, ну вот только что-то появляется у вас прямо сразу так остро, буквально там через ну, поэтому я не называю это стихами. Это моя реакция в рифму. То есть иногда люди думают даже, что я слишком много знаю или знаю заранее. Это как вот когда убили Борю Немцова, я через час или полтора после его смерти, когда я узнал сразу еще, там милиция не приехала, я написал стих на его смерть, ну, который там, над башнями кружатся черные птицы, там улыбится, нахально улыбится и господин, Борис небесная единица, там, недолго ты там пробудешь один. Ну, то есть, и так получилось, что его перепечатал русский сайт BBC. На следующее утро я был обвинен, и мне даже там писали, что проверка прокуратуры, что на скриншоте было время за 20 минут до гибели Бориса. Потому что разница в поясах. Они говорят, ну да, они же не поняли, они думали, что, ну да, это все сакральная жертва, демократы все знали, Орлуша за неделю писал стих, и там уже начались... Ожидали. Заговоры. Они, ну, показывают, что он мальчик, который там ловил покемонов 2,5 года условно, предположим. А я подпишусь под его словами, потому что там написано, при всем уважении к христианам и мусульман, там в приговоре написано, что отрицает существование Иисуса Христа и пророка Мухаммеда. Я могу сказать, что я отрицаю существование пророка Мухаммеда и Иисуса Христа, потому что они существовали жили сущностью, пока они были живыми. Ну, как моего дедушки сейчас нет. То есть я отрицаю его существование, например. Да? В данный момент. В данный момент. И здесь, вот его посадили, я завтра продублирую его слова.
там не думаю, что меня за это посадят, но каждое слово я готов повторить. Уже повторил. Мне нравится «Братьев не топят в крови». Я буквально вот несколько строк. «Братья российские, вы бы могли с братством не суетиться. Просто уйдите с нашей земли, может кому проститься. П.С. Да, в злые годы это очевидно. Брат от врага звучит цинично и обидно». Не знаю, с теми ли интонациями, как вы это писали. Видео нет, хотели показать. Но, как вы говорите, Вы знаете, тот, кто придет на многие концерт... поймут мою цитату из моего хорошего знакомого Лося Подеревянского про национальную идею Украины, которая... Не надо, мы знаем эту национальную идею. Отстаньте. Отстаньте. То есть для начала уйдите, а потом будем уже решать, как называть, а называть будем как хотим. Хотели еще показать много видео и выступлений и ваших, и Михаила Ефремова с концертом, но думаем, что лучше поговорить так, а тот, кто хочет, может прийти к вам Да, на концерт. 19-го, напоминаю, 19-го. Я сегодня положу там у себя на Фейсбуке, потому что времени нет, и встречи с друзьями, и в эфире, и на улице. А я полагаю, сегодня заходите на мою страничку на Фейсбуке, увидите, где взять билеты в Freedom Event Hall. Спасибо, что нашли Приходите, время. Спасибо приходите на Айдеру, концерт. тоже Спасибо тебе. Дякую вам. Андрій Орлов був в нашій студії. Орлуша, ми з вами не прощаємося, зустрінемося за 20 хвилин. Продовжимо інформаційний вечір уже з іншим гостем на актуальні теми. Дякую, що за те.